Доброе утро, Республика! Начинаем новый рабочий день. Со мной Евгений Никифоров. И Вероника Тамтосова. Здравствуйте! Всем отличного настроения. Мы для вас приготовили все самое свежее, все самое интересное, актуальные новости. Кстати, не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, где 24/7 мы готовим для вас отличные новостные сюжеты, отличные подборки из других новостных каналов и, конечно, вырезки самых интересных видео из нашей передачи, если вдруг вы что-то пропустили. Так что подписывайтесь. Ну а сегодня поговорим о том, как выбрать самую-самую лучшую книгу для того, чтобы полежать на пляже и создать лучшую погоду в доме благодаря отличному кондиционеру. Кстати, вот что там про мужское дело было? Да, сегодня у нас также будет рубрика «Мужское дело». Немножечко окунемся в мечты всех мальчишек, даже, может быть, дяденек. Посмотрим на гибких, но сильных воли духа девочек. И много чего интересного сегодня ждет. Замечательное утро, я считаю, будет. И пусть каждое утро будет таким, вне зависимости от суровых и, может быть, не очень суровых погодных условий. Да, погода у нас меняется, она очень изменчива, капризна, и поэтому прямо сейчас что же за окном? В центральных районах 16-23 выше 0, в заречной группе 17-22 со знаком плюс, в южных 19-25 градусов тепла, в Вилюйской группе 16-24 выше 0, в Нижнеленских плюс 14, плюс 21, в западных 18-26 градусов тепла. В Колыму-Дигирской группе Улусов 8-23 выше 0, в Янских плюс 9, плюс 17, на северо-западе 5-16 со знаком плюс. Температура в Якутске в 6 часов утра составила плюс 15 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Сегодня днем солнечно, ветер также северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Ну а температура сказочная, летняя 23-21 градус тепла. Так что обещают, что днем распогодится и будет солнышко. Температура действительно замечательная, прекрасная, самое время гулять, наслаждаться ей. Но хочется напомнить о таком понятии, как бизнес-климат. Безусловно, погода важна и в таком непростом деле, как предпринимательство. И вот в законодательстве Российской Федерации принят закон, ужесточающий требования к использованию русского языка в коммерческой деятельности. Как правило, иностранные слова используются в названиях фирм, магазинов, ресторанов. И, безусловно, это касается, в первую очередь, сферы предпринимательства. Как этот закон может отразиться на предпринимательской деятельности, узнаем у нашей сегодняшней свежей головы. На связи у студии председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», заместитель председателя Координационного совета при главе республики Ирина Котенко. Ну, Дарина Владимировна сейчас вот нам сообщает, что дозванивается, да, небольшие у нас технические сложности. Но вообще, вот что ты думаешь о этом законе сам? Насколько я знаю, закон регламентирует использование иностранных слов в названиях, и не только в названиях, а даже, по-моему, в визитках, в меню, в каких-то вывесках. Я даже не знаю, будет это хорошо или плохо для большинства предпринимателей, но в целом, наверное, он все-таки правильный. Ну, сохранение вообще языка это очень важно, да. Ну вот насколько, вот знаешь, привычные наименования будут звучать на русском, да, языке, насколько это будет русским алфавитом написано, будет это первое время восприниматься, вот сложно сказать. Да, но с другой стороны, если мы живем в Российской Федерации, то, наверное, это справедливо, что все вывески, все информационные документы будут именно на русском языке. Ну, говорят, что Ирина Владимировна уже на связи. Ирина Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Слышно? Да, доброе утро, вас слышно. Алло, Ирина Владимировна. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, все прекрасно, мы на связи. Хотим поговорить с вами об актуальной теме для многих предпринимателей. Федеральный закон, который ужесточает требования к использованию русского языка в коммерческой деятельности, особенно в рекламе, обслуживании клиентов и оформлении документов. Да, расскажите, в чем ужесточается требование, то есть что должны предпринимать предприниматели для того, чтобы их не сочли, что они что-то нарушают? Ясно. Но этот закон, в принципе, рассматривался очень долго, в течение 3 лет, и в конце концов 17 июня он был принят. В чем его особенность? Почему он, в принципе, необходим для России, но несколько сложен для восприятия предпринимателей? Ну, ввиду его принятия, он может создавать ряд проблем. Каких? Ну, все это зависит от строгости требований и механизма реализации. Мы же знаем, что некоторые законы очень сложно реализовать быстро здесь сразу. Какие могут быть трудности? Ну, это, естественно, пробегусь сначала быстренько по
некоторым проблемам, а потом чуть-чуть, если у вас будут вопросы, мы расшифруем, вглубь зайдем в проблемы. Но это, естественно, финансовые затраты. Это и переоформление документов, потеря бренда, юридические сложности, маркетинговые и репутационные риски. Конфликты небольшие могут быть в национальных регионах, потому что мы не знаем, а как надо переводить, например, с якутского на русский, и надо ли это делать. Ведь наша реклама не пишется на латинице, а пишется на кириллице. И для нас это, например, все это нормально. Правильно? Мы знаем, что обозначают данные слова. Вот это как бы коротко. А если взять немножко пообъемнее понятие, то здесь в первую очередь каждому предпринимателю надо разбираться в своем названии, что это, бренд или товарный знак. Товарный знак – это все-таки юридический инструмент, и он защищает элемент бренда в названии. Если товарный знак есть, и он защищен, он абсолютно не подпадает под этот закон. Как бы там ни было написано название. Тогда возникает вопрос, подлежит ли замене уже действующие названия, то есть если все-таки они не являются зарегистрированным товарным брендом, или речь только о новых открывающихся предприятиях? Нет, я все-таки хочу сказать, что если это просто брендированный наименование предприятия с определенным брендом, но нет фиксации, нет юридической защиты в виде товарного знака, то ему придется, конечно, менять. Мы же помним, как у нас, например, был Макдональдс, да? Они оставили Россию, ушли, и появился наш российский бренд «Вкусный. Точка». Вот возникает тоже вопрос, исходя из вышеизложенного, получается, в какие сроки дадут нашим юридическим лицам для того, чтобы внести изменения в документацию, соответственно, заказать новые вывески, логотипы, ну и все, что необходимо для работы? Март 2026 года. Ну, достаточно Да, сокращенные время сроки. еще не так много. Время есть, но здесь, видите, в чем будут проблемы. Все равно размытые критерии в законе. А если закон нечетко прописывает, какие названия допустимы, да, то предприниматель останутся один на один с субъективными решениями чиновника. И Ну, то здесь есть, возрастет как раз нагрузка со стороны контролирующих органов сразу. ну, то есть, в общем-то, мы ждем сформировавшейся судебной практики, которая уже объяснит все-таки, как специалисты, привлеченные, там, не знаю, в судебных разбирательствах, будут филологи трактовать наименование, их перевод, да? Да, конечно, и мы, в принципе, сразу предупреждаем и членов деловой России, и всех, кто у нас имеет активную предпринимательскую позицию и входит в определенные координационные советы по предпринимательствам глав на местах. Мы, естественно, всю информацию будем доводить своевременно и помогать юридической помощью. Ну и, конечно, будем помогать оказывать помощь на местах, именно на местах, в наследах, улусах всех субъектов нашего региона. Скажите, пожалуйста, вот с чего начать, вот особенно тем, у кого на якутском языке, допустим, наименование, вот им с чего следует начать? Может, какой-то запрос отправить? Вы знаете, от деловой России мы уже готовим запрос к депутатам Малтумена. Есть ли необходимость менять, не менять, а добавлять вывеску на русском языке? Потому что то, что у нас якутский государственный язык, это никто не отменяет, правильно? Единственное требование закона – добавить на русском языке. Вот я с чего и начинала наше сегодняшнее утреннее общение, с того, что а надо ли это делать, а может быть и не надо. Как на это посмотрят депутаты Госдумы, и они же будут являться проводниками между нашей республикой и Госдумой. Спасибо большое за подробный рассказ. За информацию. Будем ждать, какие будут результаты. И, конечно, уважаемые предприниматели, вот у вас есть теперь мостик, к которому можно обратиться и решить вопросы, как хотя бы насущные, с вывесками. Да, конечно, мы всегда открыты к общению. Мои телефоны в доступе всегда, круглосуточно 7.
ежемесячно. Ну, мы в этом убедились Спасибо сами. большое, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Что ж, вот такие новости ждут предпринимателей. Кто-то, может быть, уже озадачился этим Ну, вы законом. знаешь, я, кстати, по кто-то поводу нет. перевода, да, говорю о том, что, наверное, стоит. Но стоит не для нас, кто живет постоянно на территории республики, да, да. говорить о туризме. То есть, если мы говорим о туризме, в принципе, наверное... Вот как это будет восприниматься действительно? Да, то есть вот с точки зрения туризма, если наши какие-то наименования будут иметь какой-то литературный перевод, вот, мне кажется, то, это может быть, неплохо. оно будет даже и лучше. Да, Да. это- А потребитель, который находится здесь, на местах, он потихоньку привыкнет. Ведь дело Да. привычки, название, оно ничего не меняет. Главное, содержание, чтобы было. Ну, главное, чтобы это было в рамках закона. В рамках закона, да, И чтобы главное, содержание чтобы, было в рамках закона. Что исполнение закона было все-таки с интересами предпринимателей. Да, ну, я думаю, что это очень актуальная и интересная новость. А какие же еще новости произошли, не менее актуальные, произошли в республике, в стране и в мире, узнаем сейчас от службы новостей. Доброе утро, с вами Марфирина Алексеева, и я расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Более 1000 вакансий выставят на ярмарке трудоустройства в Якутии. Она состоится 27 июня и объединит более 80 предприятий республики. Пройдет с 10 до 14 часов в Центре опережающей профессиональной подготовки по адресу улица Крупская, 13 в Якутске. В это же время в районных площадках Всероссийской ярмарки развернутся в территориальных центрах занятости населения. Организации представят 1003 вакансии, из них в Якутске примут участие 47 предприятий, которые выставят 342 вакансии по различным сферам, в том числе промышленности, сельскому хозяйству и авиации. Граждане России, достигшие предпенсионного возраста с 1 января, могут получить статус без подачи заявления. Предпенсионный возраст в России начинается за 5 лет до предполагаемого выхода на пенсию. В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера. Депутаты отметили, что этот статус будет присваиваться автоматически по достижении необходимого возраста. Для получения некоторых льгот может потребоваться справка о статусе. Получить ее можно онлайн на госуслугах, через Социальный фонд России, а также МФЦ. Решения на основе искусственного интеллекта начали вытеснять молодых специалистов. Первоначальная концепция ее использования предполагала, что нейросети избавят людей от рутинных задач и представят им больше возможностей для творчества, обучения и профессионального развития. Однако даже сами айтишники, те, кто создавал и обучал нейросетевые модели, не предполагали, что решения на базе искусственного интеллекта смогут решать столь сложные творческие и интеллектуальные задачи и начнут замещать труд своих создателей. Искусственные ассистенты стали писать программный код не хуже программистов начального уровня. С их помощью можно создавать приложения, веб-сайты, базы данных и другие IT-решения, которые стали уже коммерческим продуктом. 23 июня в России отметили День народных художественных промыслов. Ежегодно по всей стране мастера выставляют свои изделия на выставках-ярмарках. Якутия также не стала исключением. Так жители и гости столицы региона в сквере Карла Маркса могли ознакомиться с работами 10 объединений и 20 мастеров. На ярмарке были представлены национальные украшения, одежда, сувениры, а также керамические и металлические изделия. Отметим, что всего в Якутии насчитывается более 1000 мастеров, из которых 300 народных. Национальный центр семьях и Министерство культуры ведут работу по возрождению, развитию народных художественных промыслов. Также дает помощь самозанятым предпринимателям, которые занимаются именно рукоделием, да, народным художественным промыслом. А также правительство нашей республики ведет большую работу по поддержке народных промыслов. С 2023 года наш глава Айсен Сергеевич Николаев вручает стипендии 7 народным мастерам и 7 кузнецам республики. В
В Якутске прошло открытие 14-го турнира по 100-клеточным шашкам памяти заслуженного тренера России Николая Кычкина. Участие в нем принимают представители из Башкортостана, Бурятии, Республики Крым, а также Иркутской, Ленинградской и Тульской областей. Всего это порядка 200 участников, среди них 14 гроссмейстеров и 100 мастеров спорта России. Игры проходят по швейцарской системе по 10 категориям среди девочек, мальчиков, мужчин, женщин и ветеранов. Итоги турнира с награждениями победителей будут известны уже сегодня. Николай Кычкин – это у нас, конечно, выдающаяся личность. Он воспитал множество чемпионов, призеров. Среди них таких, как многократный чемпион мира Гаврил Колесов, Матрена Наговицына, Андрей Федотов. И, естественно, он внес огромный вклад в развитие шашечного спорта в республике, ну и в России в целом мире. Но сейчас мы хотим перейти к не менее актуальной жизненной теме долгов. В 2025 году участники специальной военной операции получили возможность воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, которая позволяет списать долги до 1 миллиона рублей при соблюдении определенных условий. А подробнее, как это сделать, нам расскажет наш сегодняшний гость, юрисконсульт Центра «Мои документы» Дмитрий Федотов. Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте. Ну, конечно, самый первый вопрос, что такое внесудебное банкротство? Внесудебное банкротство – это упрощенная процедура по признанию должника несостоятельным, то есть невозможно выплатить свои финансовые эти требования в упрощенном порядке именно без обращения в суд. Угу. А чем оно отличается тогда? Ну, понятно, что без обращения в суд это первое. Да. А какие еще есть специфичные моменты? То есть какие документы нужно собрать, что подтвердить? То есть в судебном там все понятно, там подали заявление, там суд рассматривает. А здесь как происходит процедура? Ну, во-первых, надо выделить самое необходимое. Это все-таки денежный вопрос, потому что если человек, должник, обращается уже через арбитражный суд, ему необходимо оплатить госпошлину плюс денежная, как будто заработная плата, вознаграждение, да, вознаграждение конкурсного управляющего. Здесь минимум надо иметь где-то 100 тысяч, это минимум. Потом дальше идет, это у нас срок. По внесудебному банкротству срок полгода. А если через суд обращаться, там уже от обстоятельств либо несколько месяцев может занять, либо может занять вплоть до нескольких лет. Ну и последнее, третье отличие, это оно, то есть обращается уже непосредственно либо в суд, либо в МФЦ заявление. Ну а какие изменения происходят в внесудебном банкротстве именно для участников? Да. Вот, вышел 23 мая, вышел федеральный закон номер 111 ФЗ от 23 мая, который буквально добавил пару пунктиков, необходимых, да, а именно, то есть он добавил пункт, то, что военнослужащие могут обращаться в МФЦ, а именно в статью 213.25 он добавил пунктик, то, что граждане либо принимают, либо принимавшие участие в СПО, и пару пунктов там уже по спискам необходимых документов. Здесь просто это справка, подтверждающая факт участия. Она утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 9 октября 2024 года, номер постановления правительства 1354. Ну, то есть, в принципе, статус подтверждаем, и уже есть основания для того, чтобы обратиться. А как регламентируется сумма? То есть вот только до 1 миллиона рублей? Да, это такие же требования, как и гражданам, от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. И какие долги какие именно долги? Интересный вопрос. Какие именно долги можно списать участникам специальной военной операции? Долги, вытекающие из договоров займа, договоров кредита, в том числе по поручительству. Далее долги по налогам, сборам и другие выплаты, которые необходимо сделать в бюджет. Да.
Ну, по алиментам хотелось бы выделить отдельно, потому что по алиментам они учитываются, но не списываются. Не списываются также долги, это которые не были указаны в самом заявлении. Также долги, которые образовались в период внесудебного банкротства, то есть вот эти полгода, то, что новые долги образовались, они не войдут, не спишутся. Ну, если должник, который подал заявление о банкротстве, он был работодателем, вот эти необходимость выплатить заработную плату и вот эти пособия, они также не списываются. Мгм. Ну, давайте напомним, как к вам обратиться, и в том числе участнику специальной военной операции. То есть что ему нужно собрать, куда подойти, как проконсультироваться, возможно. Ну, проконсультироваться в любом отделении МФЦ. Там, получается, много документов не надо. Ну, для военнослужащего просто вот эта справка добавляется, факт участия. Он ее в военкомате берет, либо через госуслуги может заказать. Там должны быть именно требования, потому что все почти, ну, большая часть, она же все как В электронном виде есть, да? в электронном виде, по межведомственному запросу. Там требования должны быть то, что у военнослужащего не должно быть иного имущества, на которое может быть взысканы. Также сумма долга от 25 тысяч до 1 миллиона. Так, так. Ну и, в принципе, Ну, наверное, что, можно к вам наверное, подойти, да. рассказать историю жизни, и вы уже распишите, что Узнать все это. на Да. месте и получить исчерпывающий ответ. Самое главное, исполнительный документ. Вот. А, Он должен вот. быть. Ни в коем Исполнительный случае документ, не забывайте. он должен быть где-то в течение года, минимум в течение года он должен быть активный, то есть пристав, он должен хотя бы год пытаться этот долг закрыть. Ну то есть невозможно взыскание в течение года. Да. Мгм. Все. Спасибо большое за основную информацию. Я думаю, Большое что военнослужащие обратят внимание, что у них теперь появилась такая возможность. Ну, а если есть дополнительные вопросы, всегда можно подойти к вам. Да, всегда помогут, всегда расскажут, и все будет здорово. Ну Спасибо, что ж, Дмитрий Борисович. Пожалуйста. спасибо большое. После достаточно серьезной такой темы переходим к теме более приятной и очень полезной для здоровья. Это зарядка. Для нашего короткого якутского лета как никогда актуально использовать по максимуму Да, это каждый точно. солнечный теплый день и провести его на свежем воздухе. Ну а как правильно это делать, узнаем из нашей рубрики «Утренняя зарядка». Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня мы будем работать на воркаут-площадке. Это спортивные объекты в нашем городе, где может заниматься каждый желающий абсолютно бесплатно. Первое упражнение выполняем гиперэкстензия. В этом тренажере очень важно выбрать положение по росту. У меня по росту подходит первая ступенька. Стопы я четко упираю в перекладину заднюю. Тазовые кости лежат по верхнему краю. То есть у меня не должно быть вот такого положения. Я стою на первую ступеньку, делаю вдох. На вдохе я опускаюсь, растягиваю поясничные мышцы. И на выдохе я до ровного положения поднимаюсь. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Выполняем так 15 повторений по 3 подхода. Важно не переразгибаться. Ни в коем случае мы не должны переразгибать поясничный отдел. Иначе мы получим травму. В этом тренажере мы хорошо укрепляем наш поясничный отдел. Мышцы кора. Напоминаю, это тренажер гиперэкстензия на проработку мышц поясничного отдела. Важно не переразгибать поясничный отдел и подобрать четко ровное положение по росту. Следующее упражнение на проработку мышц пресса. Выполняем его в тренажере в висе. В этом тренажере очень важно зафиксировать локтевые суставы по рукояткам, обхватить наши поручни и вытянуть корпус. Делаем вдох, ножки вместе, коленочки подтягиваем к корпусу до 90 градусов. На выдохе мы отпустили. Вдох, выдох, вдох, выдох. Важно, чтобы корпус, задняя часть спины крепко прилегала к спинке. Выдох.
Выполняем так 15 повторений по 3 подхода. Это был упрощенный вариант. Сейчас мы покажем более сложный вариант с прямыми ногами. То же самое, плотно фиксируем наш корпус, делаем вдох, на выдохе мы ножки прямые подтягиваем до 90 градусов. Выдох, выдох, вдох. Важно поясничный отдел не отрывать. Ох, как же хорошо тренироваться на свежем воздухе в летнее время года. Тем более, что есть такие замечательные тренажеры, доступные для всех. Вокруг все цветет, распускаются цветы, и, возможно, самым летним цветком, на мой взгляд, является простая ромашка. А любишь ли ты ромашки, Вероника? Ты знаешь, я очень люблю ромашки. Мне кажется, это такие маленькие солнышки. И у нас это не такой распространенный цветок, да, поэтому получить букет ромашек, это вот еще и приятно, ну и достаточно... Ну и вот это любит, не любит, вот как же Нет, без я этого? не занимаюсь вырыванием лепестков, потому что ромашки, к сожалению, у нас, как правило, довольно мелкие. Это да. Но сам факт, что кто-то озаботился тем, чтобы их найти и подарить, это уже вызывает такую улыбку. Интересно, что же сегодня у нас может быть связано с ромашками? Ну, к тому же сегодня, 24 июня, отмечается День ромашки. Это Точно. праздник, посвященный ромашке как символу семьи, любви и верности. И он тесно связан с другим замечательным праздником, Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Вот оно так что. что начинаем сегодня готовиться. Начинаем. Да, ну и отличный повод дарить ромашки. Ну а какие еще даты событий, узнаем прямо сейчас. На календаре 24 июня. Сегодня День Республики Чувашия. По народному календарю День Варнавы. На Руси говорили «на Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам по лугам катается неведомая сила. Этот день в истории. В 1710 году основано царское село близ Санкт-Петербурга. В 1941 году в этот день образовано Советское информационное бюро. В 1945 году в Москве состоялся Парад Победы. А в 1990 году в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». В этот день родились Петр Баклевский, русский художник-иллюстратор, Григорий Котовский, советский военный политический деятель, командир Красной армии, Марина Ладынина, советская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза, Лионель Месси, аргентинский футболист. Именины сегодня отмечают Ефрем и Мария. Прекрасные события произошли в этот день, и меня все еще не отпускают события утренних тренировок на свежем воздухе. И если, например, мы тело и свой дух можем тренировать на улице с помощью тренажеров, то свой мозг, память и какие-то такие моральные, может быть, качества приходится тренировать в совсем других условиях, в библиотеках. В библиотеке всегда можно найти множество интересных и разнообразных книг, но есть и уникальные здания, хранящиеся в фонде научно-исследовательского центра книжных памятников. Одним из таковых является поэма Платона Алексеевича Аюнского «Красный шаман». О ней расскажем в нашей следующей рубрике «Книжная полка». В фонде научно-исследовательского центра книжных памятников Национальной библиотеки Якутии в составе дарственной коллекции выдающегося ученого-североведа Глафиры Макарьевны Василевич хранится уникальное прижизненное издание Платона Алексеевича Аюнского поэма «Кыгылыын» «Красный шаман». Это одно из якутских художественных произведений, созданных после Великой Октябрьской революции. Свою работу над философской драматической поэмой «Кыгылыын» «Красный шаман» Аюнский начал в 1917 году. Еще в первые революционные годы поэма носила название «Добун Оюн». Книга напечатана на латинской графике общим тиражом 2000 экземпляров. Впервые как отдельное издание поэма была выпущена в 1925 году и была замечена писателем Максимом Горьким, который написал отзыв на страницах газеты «Правда», где он пишет о том, что, не зная языка бурят, якутов, сахаларов, он пишет, да, я все-таки смог понять то прекрасное чувство, вложенное неизвестным мне
поэтом-якутом. В чем же заключается уникальность таких прижизненных изданий? Во-первых, книга создается под руководством самого автора, что позволяет искажать смысл произведения и способствует получению автором его первозданном виде. Во-вторых, скорее всего, автор сам держал в руках свои первые книги. Это тоже немаловажный факт и придает ценность к этому изданию. И в-третьих, книга была выпущена ограниченным тиражом, поэтому не все книги дошли до наших дней. В 1928 году поэма была переведена на русский язык Алексеем Бояровым совместно с поэтом Петром Никодимовичем Черных-Якутским во время их студенческого отпуска в Сергиев Посаде. Если вас заинтересовала поэма Платона Алексеевича Аюнского «Кгыл-Аюн. Красный шаман», вы можете прочитать ее в оригинале и в переводе на сайте, в электронной библиотеке, Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Ну, согласись, вот это удивительно, когда такие древние, ну, пусть не древние, старые здания хранятся в таком хорошем виде. Наверное, там требования к сохранению. Ну, даже вот наслаждаться книгами, понятно, что такими редкими нужно в определенных условиях, но даже просто читать книжку хочется тоже в комфорте. А летом это так сложно сделать. Да, верно. Микроклимат, он должен быть комфортный для всего. Для чтения, для сна, для, может быть, пребывания на работе. Вот, например, на работе у кого-то есть кондиционеры, а у кого-то нет. И летом этот прибор, мне кажется, очень актуален, ведь мы можем окружить себя своим собственным микроклиматом. Согласись, что самое сложное — это выбрать правильную модель. О, да. Его правильно установить, сделать это аккуратно, чтобы не продырявить стенку соседей. В общем, настроить, чтобы не заболеть в первый же день. В общем, очень много требований. Как это сделать правильно, узнаем в материале Руслана Чирова. Смотрим. Доброе утро, друзья! Наконец наступили жаркие деньки, а это значит, что на улице стало жарко и в помещениях тоже становится жарко. На помощь приходят кондиционеры. Ваши советы по правильной установке, подбору кондиционера для помещений? Да, ну самое вообще главное правило начинается от того, что где мы хотим установить. То есть это тип комнаты, то есть это спальня, зал или кухня. Отсюда самое именно такой вот основной идет подбор с этого помещения. Допустим, например, если мы берем спальню, очевидно, нам нужен более тихий кондиционер. Потому что когда мы, допустим, используем его в ночное время, шум кондиционера может нам мешать спать. Если же мы, допустим, подбираем на кухню, то, очевидно, тут нужен кондиционер с более высокой мощностью охлаждения, потому что, как правило, холодильник, электрическая плита или газовая плита при готовке выделяет дополнительное тепло. Соответственно, для кондиционера это дополнительные нагрузки. В зал абсолютно тоже правило действует, с более высокой мощностью охлаждения, потому что у нас, как правило, зал — это комната для гостей, то есть прием гостей, бывает, там собирается от 5 до 10 человек, и чтобы кондиционер справлялся с таким потоком количества людей, то нужно чуть-чуть запасом брать. То есть это вот основные правила, и отсюда уже исходит именно второе правило, нужно подбирать именно по площади самой комнаты. То есть даже такой популярный миф, то что один кондиционер может охладить всю квартиру полностью сразу разом, но, к сожалению, не так. То есть это именно второе правило, которое рассчитывается, исходя из того, что один кондиционер в одну комнату. То есть в спальню один кондиционер, на кухню один кондиционер и в зал то же самое, соответственно. А третье, нужно учитывать возможность установки, важно, потому что любой кондиционер, вот, например, сплит-система, да, настенный, он требует установку, как правило. И именно касательно этой стороны нужно всегда смотреть возможность установки. То есть тот же внешний блок у кондиционера, он достаточно тяжелый, и нужно его вешать либо на несущую конструкцию, либо на более такую основную составляющую, допустим, наружной стены, чтобы вес внешнего блока спокойно, то есть поместился на стене и смог вообще именно вот этот вес на себя взять. Значит ли, что если кондиционер дешевый, значит он скоро сломается? Ну, чисто на практике скажу, как на самом-то деле именно вообще обстоят дела на рынке кондиционеров. Вообще, по принципу именно цены и так далее, есть разница, это очевидно.
Допустим, самый бюджетный кондиционер это может быть очень громкий, например, да, то есть одни из простых таких вот примеров. Либо же, допустим, мы берем из средней стоимости кондиционера, это может быть кондиционер с дополнительными какими-то функциями, то есть там наличие Wi-Fi модуля с низким уровнем шума и так далее. Но критически именно по работоспособности они между собой не отличаются, именно потому что тут важна особенность в том, как его установят. То есть именно от этого вообще отталкивается любой кондиционер. То есть именно качество монтажа влияет на его дальнейшую вообще эксплуатацию и работоспособность. Поэтому даже вот мы, как специалисты, выражаем такую вот статистику, что от 95% зависит именно работоспособность, начиная от монтажа. То есть именно как его правильно установят вначале, так и он будет работать. То есть поэтому даже самый супер дешевый какой-то кондиционер можно вначале установить качественно, хорошо, и он будет работать 10-15 лет спокойно. Отличный совет. Я уверена, что кондиционер, правда, сделает микроклимат. Но еще микроклимат дома делают домашние животные. Например, собаки. Я их просто обожаю. Собака друг человека. С собакой мы играем, гуляем. Но для кого-то это напарник, это коллега, это настоящий профессионал, в том числе в области поискового дела. Искать пропавших – основная работа этих собак. О нелегком труде кинологов, людей, которые нередко спасают жизни, расскажем в нашем следующем сюжете. Эти четвероногие даже не знают, к каким великим делам их готовят. Учение для них игра, для пропавших людей шанс выжить. По статистике, одна собака во время поисков может заменить 15 волонтеров. Зимой в Верхнем Саинтуе был случай, температура минус 35, пропала девочка. Ей было 9 лет на тот момент, она ушла в одной кофте. Вот тогда привлекали собаку. Благодаря собаке ребенка нашли быстро. Обоняние у четвероногих в 40 раз сильнее человеческого. Они лучше ориентируются в незнакомых местах и гораздо выносливее хозяев. Она будет добегать вперед, проводника должна добежать, найти человека на местности и обозначить, что вот искомый человек находится там. В поисках могут участвовать собаки любых пород. Главное, чтобы любили людей. Вот, например, Рэй – белая швейцарская овчарка. Он не только хорошо ладит с окружающими, но и знает команды, что тоже важно для прохождения такого обучения. Рэй, зайка, повыше, повыше. Он у нас был самый маленький в помете, но вырос самый большой. Хочется помогать людям. В принципе, у него есть все способности. Почему бы и нет? В моих руках самая настоящая овчарка. Ведь корги из группы пастушьих, несмотря на короткие лапки, может искать людей на протяжении 3 часов. Длина лап не так важна, как здоровые суставы, сердце и нервная система. Если животное проявляет агрессию или, наоборот, трусливость, в отряд ее, скорее всего, не возьмут. На счет 3 разбегаемся. 1, 2, 3. Одно из упражнений называется шведский стол. Так собака учится доверять людям. В руках у каждого сидящего вкусняшка. Четвероногий поисковик должен найти ее. К слову, сидят все не просто так. Собака понимает, что в сидячей или лежачей позе человека это выгодная ситуация, где человек, скорее всего, угостит вкусняшкой. Но если сейчас все получится, и мы в этом направлении будем двигаться, то я надеюсь, мы когда-нибудь все-таки кого-нибудь, дай бог, найдем. Искать пропавших учились более 40 собак. Многие из них станут частью волонтерского кинологического движения. В Бурятии оно существует уже несколько лет, но развивать начали лишь в этом году. Кинологи и их четвероногие напарники, безусловно, заслуживают восхищения. Но ведь в детстве для кого-то домашний питомец, например, щенок, был главной мечтой, а кто-то грезил о собственном велосипеде или, может быть, даже мопеде. Двухколесные транспортные средства с двигателями малого объема делились на мотовелосипеды и мокики, где пуск двигателя осуществлялся как на мотоцикле рычагом кикстартера. Мотовелосипед, по сути, был велосипедом с более усиленной рамой, который мог приводиться в движение и как велосипед, и с помощью небольшого моторчика. Серийный выпуск мотовелосипедов начался в конце 50-х годов в основном на территории Украинской Советской Социалистической Республики, в Харькове и во Львове. Также их производство было налажено в Латвии. Первым же серийным мотовелосипедом стал ХВЗ-900 первой модели. Самый популярный мопед Рига-13 был, по сути,
тем же мотовелосипедом, вернее, сохранял принцип запуска двигателя через велосипедные педали. Модели мопедов обладали мощностью 1,5 лошадиной силы при кубатуре в районе 50 кубических сантиметров. Одним из самых уникальных советских мопедов был Рига-30 с колесами маленького размера, позиционировавшийся как городское средство передвижения. Глушитель его выводился наверх и был оснащен тепловым экраном. Однако поистине культовыми моделями в Советском Союзе для всех мальчишек были две модели – Верховина и Карпат, оба производства Львовского завода. Мокики внешне практически не отличались от мотоциклов, а следующая в линейке модель Карпаты Кросс был по сути легким спортивным мотоциклом. Рассекать на Верховине или Карпатах был верхом подросткового шика. При этом для управления мопедами требовалось соответствующее водительское удостоверение. На практике это так и осталось формальностью. Нет, как здорово, какие интересные, получается, мопеды и машины, какая интересная история. Но если скорость, рев мотора и запах бензина удел мальчишек и юношей, то грация, гибкость, изящество характеризуют отнюдь не мужской вид спорта. Художественная гимнастика, выбор хрупких, но сильных духом юных представительниц прекрасного пола. Ну, я, например, очень рада, что в нашем поселке и вообще в районе открылась такая секция, как художественная гимнастика, потому что это очень серьезный вид спорта, которым нужно заниматься, на самом деле, с самого-самого маленького, пока мышцы все еще мягкие, так скажем, растягивать деток можно. И это очень тяжелый вид спорта, дети очень много труда вкладывают в него, так же, как и тренер, спасибо ей большое. А юные гимнастки снова и снова под руководством тренера выполняли упражнения, потому что уже хорошо понимают, что результата можно добиться только упорным трудом. Самой младшей Кире всего 3 года. А сколько тебе лет? 3 годика. И ты уже занимаешься гимнастикой? Тебе нравится? Да. На республиканских соревнованиях она была самая маленькая, ей 3 годика. Она участвовала как раз в категории 2021 года рождения. Ну, слава богу, спорт – это дисциплина. Она очень хорошо себя вела, слушалась нашего тренера Иду Устиновну. Она очень хорошо ее подготовила. Еве 5, Айхане 7. Занимаются с удовольствием и на соревнованиях выступили успешно. Тебя как зовут? Ева. А что тебе больше всего нравится? Колесо. Я хожу на гимнастику почти год. Мне нравится туда ходить. Расскажи про соревнования. Ну, на первых соревнованиях у меня было по ОФП, на вторых я танцевала. Если бы тебе сказали упражнение с предметом, ты бы какой предмет выбрала? Обруч. Аделина в соревнованиях участвует уже не первый раз. А ты первый раз выступала на соревнованиях или нет? Ты уже выступала? Это уже вторые твои были соревнования, да? Четвертые. У тебя уже много медалей? Сколько? 7. Сколько? 7. Наша дочка очень энергичная, поэтому мы хотели направить эту энергию в спорт. Именно в гимнастику, потому что пластика тела, да, грациозность, все думаю, что осанка, прямая осанка, у девочек все это должно быть. Я умею мостик делать. Раньше не умела мостик делать. Ты здесь с девочками подружилась? Подружилась. И с ними вместе ездила на соревнования в Якутск, да? Угу. И как ты там выступила? Нормально. Мы делали поперечный шпагат. Тренер Ида Сивцева по праву гордится своими малышатами. Среди 400 участников республиканских соревнований ее девочки не затерялись. Все вернулись с наградами. Я довольна в связи с тем, что это я сама одна все это вывезла, потому что в некоторых вообще в других школах имеют по 2-3 тренера плюс хореограф. Поэтому для меня это было очень трудно, и я посмотрела свой результат, ну и, конечно, вдохновилась. Но если в будущих планах имеется, мне нужен, конечно, помощник, потому что я одна это все вывести для меня будет просто, для многодетной мамы, для меня это будет очень трудно. Но мы будем идти, потому что я знаю, для чего это я делаю, есть цель, будем идти.
Надеюсь, что найдется либо хореограф, либо тренер, либо единомышленник. Светлана Подстуева, Андрей Неустроев, Уснера. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Владимир Путин встретился с авторами новых учебников по истории. Президент рассказал, чем пособия прошлых лет отличаются от современных. В основе победы над нацистской Германией лежали традиционные ценности и вера в Отечество. В 90-е годы в учебных программах была утрачена взаимосвязь и единая логика исторического процесса. Президент назвал чрезвычайно важным получение обратной связи по качеству новых школьных учебников по истории. Я сам, когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаружил, что там есть все, что угодно, так, только не правдивая информация о происходивших, скажем, во время той же Великой Отечественной войны событиях. Так как излагалось, скажем, в некоторых учебных пособиях Сталинградская битва, это просто, без всякого преувеличения, уму непостижимо. Все, что угодно писали, только не то, что именно Советский Союз переломил хребет нацизму. Русский театр имени Пушкина открыл сквер памяти участника СВО Павла Гамзякова, названный Пашкин лес. Сквер расположился в переулке Валентина Антонова, рядом с театром. Коллектив театра принял решение о создании сквера в память о своем коллеге, машинисте сцены, погибшем на СВО. Сотрудники театра своими силами подготовили зеленую зону, выровняли участок, озеленили его, высадили кустарники, установили декоративные панели и мемориальный камень. Перед открытием сквера состоялся концерт артистов театра, посвященный Дню памяти и скорби. У нас отмечается День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны, победа в которой нам далась очень большой ценой, дорогой ценой. Страна потеряла 27 миллионов жизней. И это цена свободы, правды и жизни. Председателем правления Союза писателей Якутии избрана Наталья Харлампьева. На внеочередном 19-м съезде Союза писателей Якутии большинством голосов избрана народный поэт Наталья Харлампьева. В съезде от имени руководства республики принял участие заместитель председателя правительства Сергей Местников. Зампред обратил внимание на то, что в дальнейшем будут приниматься и законы, и подзаконные акты, которые регламентируют деятельность объединения писателей в целом. Будет финансовая поддержка со стороны федерального бюджета, Союза писателей и его региональным отделением. В Берджилгестяхе на площади Победы чествовали лучших спортсменов, тренеров и родителей, участников спартакиады школьников Якутии. Кроме того, тренер по стрельбе из лука Нергустана Сидорова была награждена специальным знаком за вклад в развитие спорта горного Улуса. Перспективные молодые спортсмены Улуса в этом учебном году активно и успешно участвовали во всех видах спорта. На прошлой спартакиаде, опередив такие сильные команды, как Усть-Алдан, Тат, Тамга, Жатай, Алекминск, и заняв 3-е место после Чурапчи и Верхневилюйска. Глава Улуса Никита Андреев отметил каждого юного спортсмена и вручил награды. Мои родственники и родители очень меня поддерживают. Они любят то, что я занимаюсь и в соревнованиях хорошо участвую. Самую первую узнала моя мама, потому что на соревнованиях она была со мной, и она была очень рада, потому что, конечно, первые соревнования и сразу медаль – это очень хороший результат был. Такими были новости этого утра. До новых встреч в эфире.
о пользе их чтения, и сейчас хотели бы рассказать об еще одном литературном интересном проекте, организованном библиотекой филиалом номер 16 «Зал семейного чтения» имени Аркадия Петровича Гайдара, о котором нам расскажут наши сегодняшние гости, заведующая библиотекой Оксана Геннадьевна Шараборина и ведущий библиотекарь Илья Ильич Неустроев. Доброе утро! Доброе утро. Оксана Геннадьевна, расскажите по проекту очень интересный «Мама в профессии». Вот когда и почему возникла вообще идея познакомить детей, вообще посетителей библиотеки с этой удивительной темой, с мамами в профессии? Вы знаете, есть такая самая важная профессия – мама. Мама, которая дарует жизнь, любовь, ласку, заботу. И мама в то же время многогранная личность, которая может стать врачом, психологом, предпринимателем. Современная мама может стать, да? И в 2022 году, который был объявлен годом матери в Республике Саха-Якутия, у нас, у сотрудников нашей библиотеки, зародилась такая идея. А почему бы мам не раскрыть с той точки зрения, какая она не только вот хранительница домашнего очага, но еще и мама в профессии. И мы вот, скажем, родили такой проект, который у нас публиковался на сайте cbsekt.ru. В формате интервью у нас мамы рассказывали о себе. Очень много было таких положительных откликов. Нашим посетителям сайта очень понравилось, потому что они сказали, мы этих мам успешных, скажем, важных и нужных узнали с другой точки зрения. Вот, получается, 2 года мы вели такой проект, и потом уже Вы принесли нам книгу. Да. Вот такая замечательная книга, это, скажем, наш библиотечный проект, наш библиотечный продукт «С пылу с жару» мы вам представляем сегодня. Да. Буквально вот несколько дней назад мы его получили из издательства. Да. Здесь все наши героини, вот вы видите название, да, «Мама в профессии. 14 историй». Наши великолепные героини рассказывают о себе, вот какие они хранительницы домашнего очага, да, что они любят. Это книжная, скажем, фея мама, да, потому что современные мамы, несмотря на то, что они много работают, и они еще успевают читать. Здесь много секретов по воспитанию детей, потому что есть у нас многодетные мамочки. Очень такие трогательные истории, которых, повторюсь, 14 здесь в книге, да, вышли вот в свет благодаря, конечно, в первую очередь нашим героиням, которые откликнулись на наше предложение стать участниками проекта, написали о себе такие развернутые, скажем, ответы, да. И вот еще благодаря нашим сотрудникам нашей централизованной библиотечной системы, это отдел продвижения библиотечных ресурсов, которые нам помогли в оформлении и поработали над текстами, да. Вот все благодаря нашим, скажем, героиням и нам, библиотекарям. И эту книгу теперь, то есть о наших героинях, можно не только на сайте прочитать, да, но и посмотреть, прочитать в нашей библиотеке. Это здорово. Да, замечательная мамам книга. Познакомиться, как о себе раскрыть и что-то нужное подчеркнуть. Здесь у нас почитать. мамы есть библиотекарь в первую очередь, да, мама артист-хомусист, импровизатор, мама врач, мама предприниматель, фотограф. Вот здесь вот они еще и коротко рассказывают о своей профессии. Это детям, скажем так, в будущем тоже как подготовка, скажем, да, очень важно и нужно. Ну и, конечно, нам всем стоит прочитать, какие же они мамы и хранительницы очага, и еще и работающие. Это такая энциклопедия мам, получается, Да. своеобразная, по сути. Ну, я знаю, что у вас еще несколько проектов, вы нам принесли еще и какие-то настольные игры очень интересные. Давайте тоже о них расскажем. Да, здравствуйте еще раз. Наши библиотеки очень сильно реализуют проекты, направленные на краеведческую и историческое прошлое. И таковыми являются и 2 наших проекта «Я иду по Якутску» и именами героев названы улицы Якутска. Эта игра также совсем недавно увидела свет, и она приурочена к году Великой Отечественной войны и посвящена героям-якутянам. Игра представляет из себя мемо-игру, то есть дети сидят, не только дети, игры предназначены для широкой аудитории. Дети сидят, у них карточки, давайте я вам покажу, открою. Так. И, например, вот
Попов Федор Кузьмич. Первый из народа Саха удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Все карточки лежат тыльной стороной, переворачивают их, находят пару. Если не нашли, то обратно переворачивают. То есть игра найти пару. Не найдется пара. И детям это очень сильно понравилось. Все это пришло из опыта нашего. Почему же мы их выпустили? Потому что однажды проводили мы библиоквиз, и на некоторые вопросы дети не знали ответов. Вот. И мы подумали, как же им все-таки лучше преподнести такую информацию. И придумали игровую такую форму для них. Здорово. Да. И вот по якутску. Да. Это же сейчас очень актуально и очень интересно. Игра также является игрой мема. И также здесь карточки. Здесь у нас 28 пар. 14 пар, всего 28 карт. Здесь у нас 25 пар и 50 карточек. Вот. В этой игре представлены у нас памятники, вообще знаковые места нашего города Якутска. И основная же задача библиотекаря, все это кратко, но опять-таки интересно рассказать это участникам. В доступной игровой, может быть, форме. А как можно в это поиграть? Ну, то есть прийти самостоятельно? Прийти самостоятельно к нам в библиотеку, либо же позвать нас к каким-либо мероприятиям. Для проведения этих, собственно, игр. Да. Спасибо большое за подробный рассказ. Спасибо, что пришли. Я уверена, что библиотеку теперь будут посещать еще с большим интересом. Спасибо за удивительные проекты. Ну и ждем с новыми. А можно я чуть еще дополню? Вот у меня в руках «Мама в профессии». А в 2024 году мы вели проект, который называется «Папа в профессии». Сейчас мы работаем тоже над тем, чтобы у нас уже была книга, которая так и будет называться «Папа в профессии», но там историй будет чуть поменьше. Ясно. Спасибо большое. Ну, к сожалению, в эфире поиграть нам не удастся, поэтому приходите в библиотеку. И до новых встреч. Всем доброго утра и отличного настроения.